Основной финансовый документ страны на 2018 год – бюджет. Его назвать социально ориентированным. О том, какими средствами будет располагать Фонд социального страхования и охраны труда в 2018 году, а также что сделано в прошлом году для поддержки материнства и детства и задолженностях фонду, поговорим сегодня с его председателем Амираном Какалия. Здравствуйте. Добро пожаловать. Смотрите также в программе, сколько денег выделено в 2018 году на выплату социальных пособий, какие изменения ждать в новом году. Мама, которая родила двоих детей, до 1,5 лет, допустим, пособие, которое получает, и независимо от количества детей, одного ребенка они получают одинаково. Этого не должно быть. Как бороться с неплательщиками налогов? Судебный процесс или мировое соглашение? На сегодняшний день у нас готово несколько десятков претензионных писем. Пособия на погребение и выплаты по мертворожденным, кому они полагаются? Амиран Георгиевич, вот вы заговорили о Трудовом кодексе. По какому кодексу вообще работали ранее и сейчас каким руководствуетесь? До 1 января 2016 года действовал старый Трудовой кодекс Союза СССР и Грузинской ССР, в части не противоречащий суверенитету Республики Абхазия, Конституции Республики Абхазия и других нормативно-правовых документов, законов Республики Абхазия. И с 1 января 2016 года новый Трудовой кодекс Республики Абхазия вступил в силу. Какие изменения? Значит, есть такой вид пособия, как дородовые и послеродовые выплаты пособий работающих мам. Если раньше по старому Трудовому кодексу было дородовой отпуск составлял 70 дней, и послеродовой тоже 70 дней, и при осложненных родах добавлялся еще 16 дней. Сейчас увеличили на 20 дней послеродовой, то есть, соответственно, выплаты увеличиваются пособие. И за 16-17 год в полном объеме по всем страховым случаям именно по этому виду пособия в полном объеме выплаты. Существует Министерство труда, занятости и социального обеспечения, с одной стороны, а с другой стороны Фонд социального страхования, охраны труда, который вы возглавляете. Многие граждане путают вообще, кто чем занимается. Вот как вы распределяете полномочия? Такая проблема существует. Особенно люди, которые проживают в труднодоступных районах, в сельских районах, порой они не знают именно по какому виду пособия им надо обращаться. Мы акцентируем внимание работников уполномоченных органов по районам. С 2016 года по сей день мы через наши уполномоченные органы информируем в районах. Вот такой, например, момент хотел бы я подчеркнуть. Ребенок рождается в сельской местности, и по нашему положению в течение 6 месяцев родители должны обратиться в уполномоченный орган, либо в центральный аппарат Фонда социального страхования. Они не обращаются. Наше корпоративное мнение Фонда социального страхования – мы должны и обязаны дойти до каждой роженицы, до каждого ребенка. Если вернуться вот к вопросу моему, все-таки министерство и фонд, как распределяете полномочия? Чем занимается министерство, чем занимаетесь вы? Министерство в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия, у них совершенно другая система деятельности, а Фонд социального страхования обслуживает работающих людей и неработающих людей именно в соответствии с постановлением Кабинета, именно по государственным социальным пособиям. Фонд социального страхования Абхазии выплачивает несколько видов пособий. Большая часть выплат направлена на поддержку материнства и детства. Работающим женщинам выплачивают пособие по беременности и родам. В среднем эта сумма составляет 55 тысяч рублей. 800 рублей ежемесячно получат женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности. 13,5 тысяч рублей получат трудящиеся граждане за рождение ребенка.
ребенка. Немного меньше, а точнее 10 200 выплатят неработающим родителям. Пособие по уходу за ребенком составляет 3000 рублей в месяц. Выплачивается оно в течение 1,5 лет. Пособие по временной нетрудоспособности составляет 10 000 рублей. Есть и такие виды пособий, о которых мало кто знает. Это пособие на погребение. Оно составляет 6 000 рублей. И выплаты по мертворожденным. Есть такие интересные выплаты за погребение, как называется, да? Вот о таком виде выплат мало кто знает. Кому вообще полагаются эти пособия? Пособие на погребение полагается застрахованным лицам, то есть работающим. Если скоропостижно скончался, либо по болезни и так далее. Работодатель, то есть плательщики страховых взносов, обращаются к нам в фонд. В соответствии с нашим законодательством о социальном страховании мы выплачиваем, то есть перечисляем деньги на расчетный счет работодателя. И там уже ближайшие родственники, близкие родственники получают эти деньги на погребение. В соответствии с действующим законодательством ответственность за выплату вот этих пособий возлагается именно на работодателя, либо директора, главного бухгалтера. Здесь своя специфика работы. Фонд социального страхования по мере поступления, доступления страхового случая, когда обращаются к нам, мы перечисляем деньги на расчетный счет плательщиков страховых взносов. И уже дальше они распределяют эти деньги. Другое дело, лица, которые не работают, но государство выплачивает в лице фонда социального страхования, это люди, не работающие при рождении ребенка, 10 200 рублей. В основном мы работаем, выплаты производим только работающим людям. А по всем видам если, пособия. например, умирает человек, у которого нет родственников, одинокий человек, вот эти расходы на погребение? Значит, расходы на погребение. Смотрите, какая ситуация. Если у него нет ближайших родственников, в любом случае есть коллектив, есть работодатель, они обращаются к нам, и мы выплачиваем. И эти деньги могут быть направлены уже на какие-то ритуальные услуги и так далее. Это уже по усмотрению самого работодателя. А если неработающий человек? Неработающий человек нет. Нет. Вот пособие, которое выплачивается 10 200, о которых вы говорили, Да. неработающим людям за рождение ребенка. Да. Но ведь соцстрах – это организация, которая выплачивает только работающим гражданам. Это такой шаг в целях улучшения демографической ситуации? У нас, насколько мы знаем, законодатель определил 10 200 рублей для неработающих людей. То есть это единовременное пособие. В чем разница между работающим человеком и неработающим? Вот пример. Работающая мама при рождении ребенка получает 3 вида пособий. Какие именно эти пособия? Дородовые, послеродовые, отпускные выплачиваемся по больничному листу. Плюс при рождении ребенка 13 500 рублей, плюс до 1,5 лет, независимо от количества детей, по 3000 рублей. Но вы не обязаны выплачивать? Нет, мы не обязаны выплачивать, это наше мнение, но обратно такие постановления Кабинета министров, законодательные акты Республики Абхазия, они вменили Фонду социального страхования выплачивать этот вид пособия для неработающих граждан. Если говорить о бюджете Фонда социального страхования, то размер его в 2018 году составит около 112 миллионов рублей. Большая часть этих денег будет израсходована на выплаты за рождение ребенка, а также на дородовые и послеродовые отпускные. Как формируется сам бюджет фонда? Вот помимо страховых взносов источников нет других? Поступление страховых взносов – единственный такой основной источник. Других доходов у нас есть. Есть отдельная статья в бюджете Фонда социального страхования как на 2018 год, и в прошлом году, и позапрошлом году. Это такая статья, как мобилизация просроченной задолженности. То есть те организации, которые задолжали Фонду социального страхования, то есть идет отчисление от фонда заработной оплаты для бюджетных организаций 1%, для других коммерческих организаций, то есть это 2%. Но надо отметить, что есть у нас еще и плательщики спецналога, как юридические, так и физические лица. Там вместо 3 видов налоговых платежей, то есть идет расщепление, банк расщепляет и поступают эти деньги. От индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками страховых взносов, в этом году, в 2018 году, 1,5 миллиона рублей заложено. И поэтому эти 112 миллионов, которые мы в этом году заложили,
около 99 миллионов рублей это по страховым взносам, более 99 миллионов, и 11,5 миллионов это мы должны мобилизовать просроченную задолженность. И в совокупности это составляет более 112 миллионов рублей. Если в 2015 году сумма выплат через фонд социального страхования составила 72 миллиона рублей, то уже в следующем году эти показатели увеличились более чем на 20 миллионов. В 2015 году сумма выплаты составила 72 миллиона рублей по социальным пособиям. Фактически по банку прошло около 60 миллионов рублей. Это что означает? Около 12 миллионов рублей – это так называемая процедура взаиморасчетов, когда организации сами, минуя фонд социального страхования, производили выплаты по социальным пособиям и потом, попозже, уже по отчетному периоду сдавали отчеты в фонд социального страхования. Такая форма, которая существовала, она противоречит действующему законодательству, и поэтому мы обратились с письмом к нашим плательщикам страховых с просьбой, чтобы они воздержались от процедуры взаиморасчетов. На этот год, в 2017 году, по предварительным данным, процедура взаиморасчета отсутствует. А, кстати, какой был бюджет в 2016 году? Бюджет 2016 года составлял более 120 миллионов рублей. Из них поступление страховых взносов в 2016 году составляло 94 миллиона рублей. В 2017 году были увеличены некоторые виды пособий. Сделать это удалось благодаря новому подходу к администрированию доходов. Помимо поступлений страховых взносов, в фонде вплотную занялись мобилизацией просроченной задолженности. В 2016 году мы смогли мобилизовать более 9 миллионов рублей. А в 2016 году до 8 миллионов рублей, опять-таки по предварительным. Мы понимаем, фонд понимает, что мы сегодня не только путем переговоров, мирным путем разрешаем все наши вопросы с нашими страхователями. Почему? Потому что фонду лучше сегодня получить текущие платежи хотя бы в размере 1000 рублей, чем предприятие банкротит. Почему? Потому что если мы будем принимать жесткие меры, значит, наши плательщики страховых взносов, мы так думаем, что в таких условиях они работают, это рабочие места и так далее. Все это мы понимаем, мы пошли на такой шаг. В принципе, у нас практически со всеми плательщиками страховых взносов есть очень добрые взаимоотношения. Мы убедили, мы информируем. Деньги, которые поступают в виде страховых взносов, аккумулируются в фонде социального страхования, они в полном объеме возвращаются нашим работодателям при наступлении страхового случая. А в 2012 году был принят закон, который позволяет вам реструктуризировать долги. Используете ли вы эти рычаги? В 2016 году по закону 2012 года реструктуризация просроченной задолженности фонд социального страхования предпринял некоторые шаги для того, чтобы внедрить этот закон в практику и посмотреть на самом деле, что дает нам этот закон. И по итогам 2016 года мы мобилизовали более 9 миллионов рублей и 20 организаций, с кем мы заключили график погашения задолженности, они блестяще справились с этой задачей. Но этот закон предусматривает не только на один финансовый год заключить график погашения просроченной задолженности, но не более 3 лет. И поэтому есть отдельные организации, их мало совсем, которые на 3 года заключили, и 2016 год, в 2017-2018 году заканчивается. Даже сегодня, уже в 2018 году, по графику ежемесячно проплачивают. Но обязательным условием является то, что уплата текущих платежей – это обязательно. И поэтому еще раз хочу повторить, что мы с плательщиками страховых взносов, с нашими людьми, организациями, предприятиями, учреждениями, только мирным путем переговоров мы решаем эти вопросы. А вот вы говорите о том, что вы стараетесь поддерживать хорошие отношения с должниками даже, да. Но тем не менее были случаи, когда ваши споры с неплательщиками доходили до судебного процесса. Да, доходили до судебного процесса. Мы обязаны
делать все то, что законодатель нам не запрещает, вменил. То есть обращаться с исковым заявлением в арбитражный суд, обращаться с другими. На сегодняшний день у нас готово несколько десятков претензионных писем, где мы говорим и обращаемся с просьбой в течение 10 дней либо с нами связаться с фондом, либо же приступить к погашению просроченной задолженности. Но единственное, что хотелось бы особо подчеркнуть, что наши плательщики страховых взносов, они хотят, чтобы бухгалтерия была прозрачной, чтобы не было у них долгов. И поэтому мы стараемся предоставить на законном уровне, на законном основании все возможности, которые предусматривает наше законодательство. И поэтому, кроме плюсов, у нас мы пока ничего не видим. Мы считаем, что мирным путем, подписав соглашение, график и так далее, мы больше полезное нашему обществу ведем, и еще мы будем помогать нашим плательщикам страховых взносов. Ведь в чем задача и смысл этой всего работы Фонда социального страхования? Чем больше плательщиков страховых взносов на территории Республики Абхазия, чем больше юридических лиц индивидуальных предприятий, больше будет поступать страховых взносов в Фонд социального страхования. Значит, мы в 2018 году и в 2019 году мы можем увеличивать размеры пособий. Мы должны к этому стремиться, и поэтому мы должны тихо, в спокойном режиме, в рабочем порядке заниматься. Это каждодневная работа. Мы в соответствии с нашей Конституцией не имеем права эти размеры виды пособий в сторону уменьшения, только в сторону увеличения. Если мы идем в сторону увеличения, тогда мы должны обеспечить финансово. Не выплачивать нельзя ни в коем случае. Наша главная задача – максимально подойти к каждому плательщику страховых взносов, изучить его финансовое состояние. Но опять-таки хочу еще раз отметить, что мы в 2016 году в соответствии с нашим действующим законодательством контроль за своевременностью уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования возлагается на Министерство по налогам и сборам совместно с Фондом социального страхования. Если мы в 2015 году прошло по банку 61 миллион рублей, в 2017 году 94 миллиона прошло. И выплаты столько же практически. И остаток средств, переходящий остаток, составлял в прошлом году 11 миллионов рублей. Это львиная доля благодаря работникам всей налоговой системы Республики Абхазия. Скажите, пожалуйста, а вот в 2018 году ожидается ли повышение? Мама, которая родила двоих детей, до 1,5 лет, допустим, пособие, которое получает, и независимо от количества и одного ребенка, они получают одинаково. Этого не должно быть. И поэтому в скором времени обратимся, хотя мы уже заложили в 2018 году в бюджет Фонда социального страхования именно эту категорию людей. И более того, хочу вам сказать, у нас есть такое понятие, когда женщина, работающая мама, с декретного отпуска может уходить в другой декретный отпуск. При этом она выбирает одно пособие по уходу за ребенком. Фонд социального страхования на сегодняшний день считает, что мама должна получать все пособия на каждого ребенка по отдельности. И это тоже мы внесем в 2018 году. Эти деньги заложены. Перед нами стоит задача собрать свыше 100 миллионов рублей. И эти деньги, они есть. Но опять-таки мы должны, это наша обязанность, работать с налоговыми органами и с другими органами государственного управления. Вот такая задача у нас стоит. Но по тем ставкам, которые, размерам пособий, которые сегодня у нас есть, и за 2016 год, и за 2017 год в полном объеме все выплачено. Президент в своем обращении, послании парламенту, Народному собранию высказал такую идею о создании фонда пенсионного и социального обеспечения. Этот вопрос уже витает, неоднократно высказывался и со стороны президента, и других официальных лиц, министров и так далее. Я хочу высказать свое личное мнение по этому вопросу, находясь 2 года уже руководителем Фонда социального страхования. Этот вопрос просто необходим. Надо создавать единую базу, единый фонд пенсионного и социального обеспечения. Почему? Потому что, опять-таки, в силу своей специфичности мы должны адресно помогать людям, которые
нуждаются в пенсионном обеспечении и социальном обеспечении. Не только наших людей, а вообще людей, которые подпадают и граждане, и лиц без гражданства. Помимо этого, опять-таки свое мнение хочу высказать, помимо этого, вот эти все внебюджетные фонды, их сегодня 6 фондов, кроме дорожного фонда, на территории Абхазии у нас должен быть мозговой центр под кураторством Министерства труда и социального обеспечения. Потому что наша деятельность и деятельность Министерства труда, она направлена на социальное обеспечение и охрану труда на территории Республики Абхазия. Такой подход, он правильный, на мой взгляд, и поэтому или к 2019 году, либо, может быть, и раньше, в первом полугодии такой фонд должен быть создан. Система обязательного страхования позволяет каждому бюджетнику раз в год отдохнуть за счет государства. Эта практика существовала еще с советских времен. Но кто и когда получит бесплатные путевки, решает все-таки работодатель. В фонде же социального страхования в бюджете заложена статья расходов на эти нужды. Мы в 2017 году провели 3 проекта на санаторно-курортное лечение. То есть это 3 района, называется сельский учитель. Люди, которые проработали долгое время, более 20 лет и так далее. Но сложность в том, что на территории Республики Абхазия нету ни одного объекта санаторно-курортного значения. Кто из граждан имеет право на получение этих путевок? Они бесплатные вообще? Да, они не бесплатные. Та система, которая существует на санаторно-курортное лечение, это правка наших граждан, людей, она уже устарела. Это старая система Советского Союза. К большому сожалению, этого союза уже нет. Сейчас новые подходы совершенно в социальном страховании в других государствах. Мы на сегодняшний день вынуждены по положению, которое сегодня существует, отправлять людей, которые подпадают под эту категорию. Это люди, которые отработали, много отдали государству, отработали со стажем работы и так далее. Стаж работы не определяется, там не менее 5 лет, более 20 лет и так далее. Есть категории инвалиды войны, которые работают и так далее. Это все как бы нормативный документ, положение о порядке выдачи путевок и так далее, и так далее. Но в связи с тем, что у Фонда социального страхования, скажем, по этой статье мы заложили 10 миллионов рублей в прошлом году, а на 2018 год 12 миллионов, мы принимаем отдельные программы. И поэтому в прошлом году по программе, значит, «Сельский учитель» более 60 человек с 3 районов, опять-таки мы обратились к работодателям, они сами решают, кого отправлять на санаторно-курортное лечение. Мы не вмешиваемся. 30% стоимости путевки оплачивает либо работодатель по действующему законодательству, либо если он член профсоюза. У нас возникают чисто такие рабочие моменты и споры, но в любом случае мы говорим о том, что не только члены профсоюза могут быть получателями этих путевок, но у нас есть и другие крупные плательщики страховых взносов, которые не являются членами профсоюза и так далее. Это в советское время. И поэтому мы сегодня уже подготовили новый проект порядка выдачи путевок и так далее. Вообще в идеале должно быть так. На санаторно-курортное лечение с реабилитацией отправляются люди, которые получили трудовое увечье. Есть такая договоренность, что прибудет председатель Фонда социального страхования Российской Федерации Кигим Андрей Степанович, и будем подписывать соглашение о сотрудничестве. И мы обратились к ним с просьбой, чтобы нам предоставили доступ к реабилитационному центру санаторно-курортного значения. И в течение финансового года, чтобы они нам выделили 100 мест, то есть в течение 1 года выделили на лечение для людей, которые получили трудовое увечье. Это опять-таки это наши как бы прогнозы, проекты, и поэтому мы все это осуществим, я так надеюсь.
Фонд социального страхования еще и занимается организацией отдыха для детей. Вот эта работа будет продолжена в 2018? Такая работа, она будет продолжена в обязательном порядке, только в другом формате. У нас есть договоренности с Министерством образования Республики Абхазия, с Фондом репатриации Республики, с Комитетом репатриации Республики Абхазия. Будет государственная программа по проведению детского лагеря. Этот вопрос обсуждался и в администрации президента Республики Абхазия, в кабинете министров. Мы сейчас, на следующей неделе, создаем рабочую группу, приступаем к созданию такой программы. Мы имеем возможность в 2 потока на сегодняшний день по 150 детей провести лагерь на территории Республики Абхазия для наших детей. Но в силу своей специфичности, опять-таки я говорю, Фонда социального страхования, фонд должен обслуживать только детей, работающих застрахованных лиц. Но при этом наше положение, которое регламентирует нашу деятельность, там есть отдельная строка, где сказано, что мы можем и другие социальные программы финансировать. То есть мы хотим привлечь детей репатриантов, чтобы они совместно, опять-таки, по договоренности. Фонд социального страхования не является организатором детского лагеря. Там должна быть определенная государственная программа. Наши дети должны получить и оздоровительный процесс, они должны знакомиться. Такой программы на сегодняшний день в Абхазии не существует. Но в 2018 году я уверен, что такая программа будет, и мы осуществим эту идею. Амиран Георгиевич, расскажите, пожалуйста, каково ваше отношение к работе? Для нас важным является профессиональный подход. Это первое. И второе, мы должны быть психологами, экономистами. В какой-то части тоже отношение к людям должно быть особенным, уважительным. Поэтому это первоочередная наша задача и наших работников, которые работают на сегодняшний день в системе Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия. Еще какие требования вы хотели бы выделить? Хочется, чтобы наши коллеги, работающие в системе Фонда социального страхования, к своей работе относились творчески. Мы в новом формате стали отрабатывать всю информацию, которую мы получали. Чем вы гордитесь? Вот есть такая статья «Вид пособия, как по уходу за ребенком до 1,5 лет». Размер пособия составлял 1000 рублей. Сумма выплат на сегодняшний день составляет 3000 рублей по уходу за ребенком до 1,5 лет. И мы в полном объеме все это выполнили.